Маждал, Сахам Сарнокус. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Утро у меня начинается с того, что я, как видите, готовлю мясо для своих заказов. Вот такое вот мясо я покупаю. Я его уже помыла, почистила и уже начала резать на кусочки, но решила подключиться, потому что бывает интересно моим подписчикам, моим заказчикам, из какого мяса я делаю свои полуфабрикаты. Как видите, никакого фарша я не покупаю, и это я показываю не первый раз. У меня почти через день, через два я покупаю по вот такому вот объему мяса, сама разделываю, сама пропускаю через мясорубку. Так, друзья, хочу сделать вам небольшую распаковочку, можно сказать, но она у меня настолько неудачная получается, потому что как только приехала из магазина, захотела сделать распаковку, стала расставлять, смотрю, нет одной сумки. Так, сейчас микрофона нет, просто не хочется туда в комнату идти. Это я как после сухура. У меня тут Аишка спит, с Танзилой уже спят, а я решила больше не ложиться. Ну и покажу вам покупочки, какие сделаю. Но, к сожалению, опять-таки у меня нет чека. Расскажу немножко предысторию этого всего. Да, вот приехала, стала распаковывать, смотрю, нет одной сумки. Ой, ну что теперь делать? И как раз у меня же в гостях и Мадина, и Танзила опять. Мадина тоже должна была что-то для себя купить. Ну, думаю, давай ты теперь поезжай. Магазин у нас недалеко, ну, минут 5-10 на машине ехать. Я говорю, и сумку мою за раз забери. Отдала ей чек, отправила. Короче говоря, она мне сумку привезла, но она уже уехала домой, и чек тоже с ней. Поэтому сказать, сколько что стоит, кроме того, что вот на моющем средстве и на азелите есть ценник, я, к сожалению, не смогу. Ну и вон на подставке для вилок, ложек тоже 195 рублей. Короче, вот такая вот у меня покупочка. Я очень довольна ей. Вот эти вот, ну как их назвать, разносы, подносы. Мне очень нужны, сами знаете, в моей работе. Купила их. Ну, они от 200 с лишним рублей до 450, по-моему, такие вот эти жаровни. И в них можно и выпекать в духовке. Но я выпекать в них ничего не выпекаю. Они мне... Я кладу сюда и заготовки, и уже готовую продукцию. Поэтому они меня очень здорово выручают. Купила вот такие вот 3 сахарницы. Но их просила меня купить моя дочь. Это для нее. Сахарницы, стаканы и вот эти вот разносы. Вот. Это ее. Для нее эти мои. Вот. Давно хотела купить себе жульенницы. Вот купила вот такие вот 6 жульенниц. Так, сейчас я вам примерно, может быть, скажу, сколько они стоят. 400 с чем-то, по-моему, 3 штуки, если я не ошибаюсь. Нет. Вот жалко, Мадина чек забрала, да? Так, вот эта вот сольница была с крышечкой. Я только приподняла крышечку посмотреть и уронила. Пришлось мне выкупить сольницу за 150 рублей. Ну, уже без крышечки. Так, зубную щеточку. Но самое главное, в принципе, да, вот я когда еду куда-то, да, еду за одной вещью, а покупаю много. Ну, вот для вилок, ложек у меня уже состарилась, тоже купила. Купила хлебницу, хотя у меня есть хорошая, дорогая хлебница, которую мне подарили, да. Но вот в этом ажиотаже, в котором сейчас, на данный момент, я очень переживаю, что она же у меня керамическая, может разбиться, потому что у меня постоянно и на кухне все у нас там, как вы знаете, готовлю, варится, парится, все такое. И детки бывают, и боюсь пока вот в этом ажиотаже, что она у меня там упадет. И вот купила такую простую хлебницу пока для себя, пластиковую. Так, и такая история получилась у меня с этими солонками вот такими вот. Купила, ну, стоят, взяла я 4 солоночки. И, ну, думаю, солонки, да, сколько они могут стоить. Не стала не спрашивать, и ценника там не было. Купила, пробили, приехала. И вот когда уже смотрю, забыла сумку, отправляю Мадину обратно. И смотрю на чеки, Мадина говорит, мам, говорит, что за солонки ты за 1700 с чем-то купила? Я говорю,
как 1700 с чем-то? Это же обыкновенное стекло, это же не хрусталь, ничего такого не может быть. Я говорю, ну ладно, если там сумку найдешь, верни обратно, хотя у них нет возврата. И она говорит, мам, ну вряд ли они вернут. Я говорю, ну попроси там администратора меня знает, скажи, что Лейла блогер. Пусть, если хоть есть какая-то возможность, пусть вернет их. Зачем мне салоночки такие за 1700 рублей 4 штуки? Ну, короче, Мадина оттуда звонит. Мама говорит, это оказывается 6 штук. Стоили 399, по-моему. И они мне их пробили как бы 6, ну вот как это вот в коробочке 6 штук. Ну вот купила графин и вот таких вот 6 бокалов, наверное, бокальчиков. Вот, в коробочке в такой. У меня есть такой графин и стаканы, вы, наверное, помните. Но, к сожалению, стаканов тоже мои малыши, мои внуки уже поразбивали. Остался только один стакан. Я просто хотела подкупить стаканы такие, хотя их тогда было очень много в этом магазине, и стаканов, и графинов. Но сегодня выбора уже не было. Был такой графин, еще один, он вообще был стрёмный. И стаканы были только такие. И вы знаете, я хотела купить отдельные стаканы, потому что графин у меня есть. И стаканы стоили 1300 с чем-то. А вместе с графином, ну, короче, 1400 выходили одни стаканы, а с графином 1880. Я говорю, да ладно, прям эти 400 рублей ничего не стоит. Пускай будет еще один графин. Если так, на большом столе пусть будет 2 графина стоять. Правда, мне мой тот графин нравится больше, и он, в принципе, был мне подарочный. Ну вот, очень жалею, что стаканы оставила на кухне, они мне их поразбивали. Мы очень любили из этого графина, из тех стаканов пить компоты, особенно на ифтары. Ну вот, разбили малыши. Вот такой вот купила себе графин, стаканы. Мне очень нравится. Хотя я, в принципе, не очень-то люблю золото, но тем не менее. Вот, 1880, короче, 6 вот этих вот бокальчиков. И вот такой вот симпатичный графин. Вот такая у меня и покупка. Ничего. А что, мучилась? ما حرخيتش بجرا فخنت ياخش مش حقه وقلت ياخش Можешь? سوزريتي لجبك سبت فيش لجبك ها حبدرش лежбок ходук ежбы помечай ее, где ты ее, почему бабушку не показываете ее? Вот бабушка. Дикаханира, тебе лучше? Я им сказала, что ты заболела. Сегодня лучше. Вот, сегодня бабушке лучше. Она у нас чуть-чуть простыла, Я кашляла. Я И сапотелась. А их отдаханс. Так, друзья, просили, спрашивали про бабушку, спрашивали. Так, бабушка болела, сейчас ей уже лучше. Лучше тебе? Намного лучше, вот. Тут она с правнуком йогурт ест вместе на пару. Кашель такой был. Что внутри? Чувалёхам хайолыш концетр. Сейчас бабушке получше уже. Не знаю, вроде бы и не выходит из комнаты. Вы меня угощаете, Спрашивает. балуете. На праздник, чтобы вы приехали. Обязательно меня поздравить. Вот так. Всем приехать надо, мам. Приехать всем надо. Всем, Всем. конечно. Одному-двум зачем? Так что, друзья, приезжайте к бабушке на праздник. Ну, тут такая бабушка, да? Да. Она никогда бы их назад не отпустила. Ну, да. Бабушка гостей любит нашу. Я он не отпустила. Что может. Таня оставляла. Ну все, не будем бабушку смущать.
Askı var. Sıdık hastasın, dağlık hastasın. Sıhhastasın, dağlık hastasın. Давай, Мухаммед. Ölüm değil, vakın değil. Mudur var gideyim, sıvıksın, değil mi de olsun. Al. On düştü, nasıl yerine? Конгиште, види, конгиште. Маснина. Я дарик дили, да вот дара, сынок. Мухаммед любимчик у бабушки, у прабабушки. Мухаммед. Вали на ней телефон дали, Мухаммед, дали на ней телефон дали. Вали на нас телефон не айох. Тут у нас и Абдулмалик плачет. Ну вот, друзья, вот я вам показала нашу бабушку. Ага, вот жлахтер. Дали на ней телефон. Ха, яхкил валер на ней. Акасыч на нас, хамыш тецеги яхки. Так, нам прислали посылочку. Да я ханили, да я. Моя подруга, но я не знаю. Так. Аиша, да я ханили. Так, нам пришла посылочка от моей подруги, но я специально, он специально убрала, от кого, чтобы не было видно. Она не хочет это светить. Ну, короче, я сейчас распакую и покажу. Так, ну мы тут и порвали, и разорвали. Я сразу тут увидела Мадине детям. И задом наперед. Так, видно, что есть? Ага, вот, детям для Мадины, да? Витаминки. Берешь витаминки ж. Так, вот такой вот травяной чай из ромашки. Вот такой вот чай. Алтайские травы. Вот бабушке будем. Вот чай мне да, хайма. С алтайских трав. Чай дес. Из трав чай. Так, это для моего правильного питания 9 злаков эко-хлопья. Хоусу. Так, это сибирская клетчатка. Тоже это для моего правильного питания. Так. Это, по-моему, мед. А ну, распакуй его. Скорее всего, мед, мне кажется. Он очень тяжелый. И вот такая вот сгущенка. Будем сейчас пить чай. Как раз мы только что разговление сделали. Так, крем для рук, потому что у меня всегда страшные руки. Да, да, гордателы сюда. Так. Скатерть вот такая вот красивая. Ой! Они у меня прямо из рук отбирают. Так, и вот такие вот конфетки к чаю. Вот такая посылочка для нас. Спасибо вам, девочки. Огромное, вернее. Так, вот такой вот детский крем. Ну и, как я сказала, вот такие вот конфетки. Сейчас будем пить чай с конфетками, с этими. Да, я задаться, заказывается. Так, я оказывается, не включала. Короче, гречишный мед такой прелесть. Крем такой так для рук, аромат крутой такой. Хлебцы для меня, как раз для правильного питания. Но я сейчас на смешанном, можно сказать, питании. И со сгущенкой попью чай, и с конфетками попью чай. Ну и с медом это однозначно я попью чай. И на завтрак тоже. Мухаммед нельзя. Каш езжу здесь. Вот так вот. Спасибо вам огромное, девочки, всем, кто и посылку присылает, и кто пишет, и кто смотрит, и все за все наши пожелания для нас. Огромное спасибо. Это было. Вот. Мои дорогие, отправляется у меня вот такой вот заказ. 10 килограмм мант и 5 домашних кур. Так, мои дорогие, вот такой вот заказ отправляется у меня. Это мясо по-французски в замороженном виде, 6 штук. Вот так вот. Куриные шарлотки, ну, отбивные куриные с помидором, сыром, майонезом. Это уже готовая продукция. Печеночные оладушки, шарлотки печеночные, голубцы, пельмени, вареники и манты. Озюэлёш. И вот такой вот заказ у меня сегодня отправляется, девочки. 5 килограмм голубцов, 5 килограмм тефтелей в замороженном виде, 5 килограмм пельменей, 5 килограмм манты, 5 килограмм вареников.